Bible. У меня найти информацию о Якутии. Национальная библиотека. Здравствуйте. Пожалуйста, где читальная зал? Пожалуйста, проходите. Спасибо большое. Здравствуйте. Меня зовут Стив Дуран. Я студент в СВФУ. У меня есть задание, чтобы найти 10 понятий по якутской культуре. Пожалуйста, помогите мне. Да, у нас есть для вас книга. В 2024 году Академия наук Республики Саха-Якутия, отдел энциклопедистики, выпустили первый том энциклопедии Якутии. Здесь вы найдете понятия от А до В, все, что касается Республики Саха-Якутия. О, интересно. Возьмите. Интересно. О, очень большой. Сколько понятий внутри? В первом том входит более 2000 статей. О, это вам, который написала это или кто, пожалуйста? Энциклопедию Якутии выпустила Академия наук. А где находится Академия наук, пожалуйста? Академия наук находится напротив здания Национальной библиотеки. Напротив Национальной библиотеки? Да. Окей. Я буду говорить о моей соседе в общежитии, кто есть один большой энциклопедия по Якутии, что они приедем сюда для смотреть и читать. Спасибо. Очень Я приятно. буду смотреть и читать там. Спасибо большое. Энциклопедия Якутии. 1 А до В. Вот Академия наук Республики Саха-Якутия. Библиотечное образование. Скелет Мамонта. Экспозиция музея Мамонта. Очень интересно этот скелет. Я был там вчера. Меня зовут Стив Дуран, я студент в СВФУ. Я сегодня в Национальная библиотека. Я читаю энциклопедия Якутии. Внутри есть много понятий. Если вы хотите знать Якутия культуры, идите в Национальная библиотека. Есть много книг внутри и энциклопедии Якутии. Мне понравилось очень, когда я читал. Ну, вообще, да, наша, вот мы до сих пор ее называем ее Пушкинка. Не знаю, как сейчас студенты называют ее, или молодежь, не знаю, но в наше время она всегда называлась Пушкинкой. И она и в то время меняла название, но традиционно мы называли ее Пушкинкой. И, конечно, это одна из самых моих любимых библиотек. Особенно мой любимый отдел – это периодики. То есть тогда, в то время, когда не было интернета, вот надо было получать информацию, расширять свой кругозор. И, конечно, все газеты, все журналы, которые выходили в Советском Союзе и в новой России, конечно, я читал именно там. Что там? Было очень прекрасно, там всегда это было. Очень много было студентов, всегда было очень много студентов, всегда было очень много симпатичных девушек. Но и также было очень много и старшего поколения, и среднего поколения. Она была действительно очень популярна. И сейчас вот я захожу в библиотеку, понятно, сейчас есть интернет, там все, да?
информацию можно где-то получить. Ну, до сих пор там люди ходят, и студенты также, и старшее поколение. Но самое главное, у меня остались 2 артефакта. Это бирки с гардероба. Имеется в виду именно не самой, да, вот главного корпуса, а с исторического. Исторической публичной библиотеки и музея. Вот. Они у меня остались, я их храню, бережно их храню. Но как они у меня появились, потому что, вот, допустим, в старом здании, то есть, да, в историческом здании библиотеки, там временами, ну, мы сдавали, соответственно, да, в гардероб свои вещи, верхнюю одежду. Но бывало, что ты торопишься, да, убегаешь, и гардеробщица обычно говорит: ты, говорит, сам это возьми, там обычно бабушки в то время работали, пожилые. Она говорит: сам возьми. И как таким-то образом я помню номер свой, то есть я узнаю свою куртку или пуховик, я одевал, и, соответственно, у меня эти бирки остались. Поэтому у меня есть 2 уникальные бирки. И со временем, конечно, если это надо будет, если меня попросят, я могу их передать обратно. Да, обратно могу их вернуть именно для коллекции уже самой библиотеки. Спасибо. Ну, пожелание библиотеки — это, конечно, закончить ремонт фасада, внутри, конечно, да, вот главного корпуса. Но я дружу с коллективом Национальной библиотеки. Мы там неоднократно, много раз проводим наши выставки и в историческом зале, и в главном корпусе. И пожелаю своим друзьям, своим коллегам, конечно, это благополучия, побольше читателей и, самое главное, успехов и здоровья этому прекрасному коллективу. Спасибо. В сентябре этого года в республике отмечается знаменательное событие – 100-летие Национальной публичной библиотеки Якутии. За это время она превратилась из какого-то окружного хранилища книг до крупнейшего культурного и информационного объекта на Дальнем Востоке. Это одна из крупнейших библиотек, фонды которой насчитывает около 2 миллионов экземпляров. От самых редких изданий и каких-то старинных фолиантов до цифровых изданий. В последнее время библиотека активно проводит цифровизацию своих каталогов, проводит различные смарт-мероприятия. Любой человек, любой читатель, входящий в библиотеку со своим смарт-телефоном, имеет множество функций и множество услуг, которых предоставляет библиотека. Надо сказать, что Академия наук в последние годы очень активно сотрудничает с Национальной библиотекой. В плане мы работали активно по созданию истории Якутии 3-томной, особенно по созданию 4-томной энциклопедии Якутии. Был создан в свое время электронный ресурс, которым активно пользуются наши читатели, которые могут вносить свои изменения онлайн и так далее. Поэтому мы поздравляем весь коллектив библиотеки с этим замечательным праздником и пожелаем их чтить и дальше традиции, которые сложились в этой библиотеке. Прекрасный коллектив. И надо сказать, что 14 сентября будет в школах города Якутска проведен медиаурок, который посвящен этому замечательному событию – 100-летия Национальной библиотеки. Библиотекой активно пользуются ученые нашей республики, академики, также школьники, студенты, преподаватели. Там всегда многолюдно в этом читальном зале. И, конечно, хотя происходит цифровизация нашего общества, все-таки значение книги, оно не снижается. Она остается как важный источник знания и получения информации. И любой юбилей – это возможность подвести не только итоги, но и наметить планы на будущее. Я думаю, что в Национальной библиотеке прекрасное будущее и самые замечательные планы. Ну а мы будем помогать всегда в работе руководству и сотрудникам библиотеки. Книга – путь, наука – цель, Якутия – гордость.
С юбилеем, дорогая национальная библиотека! Чтение объединяет!